зрители и слушатели в одном лице. Перед вами сейчас выступят выпускники вокального отделения Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергина. Мурат Тидеев, Роза Зарынянц, Анастасия Калашникова и их преподаватель, заслуженная артистка Южной Осетии Бестаева Диана Ильинична. Концертмейстер у нас замечательный. Это заслуженная артистка Республики Северная Осетия Алания Мадина Шихачева. И нашу концертную программу открывает популярная итальянская песня итальянского композитора 20 века Чезаре Биксио «Parlami di amore» «Говори мне о любви, Мария». Исполняет Мурат Тидеев. Sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se verso il destino domani sarà. Oggi di sogno vicino perché sospirar, non pensar. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano. Fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui solito ancora non ne soffro più. Parlami d'amore, Mario. Qui solito ancora non ne soffro più. Parlami d'amore, parlami d'amore, parlami d'amore, Mario. Итальянской классической опере принадлежит почетное место сокровищницы мировой музыкальной культуры. Ее лучшее наследие – это оперы Россини, Беллини, Доницетти, Пуччини и в особенности Джузеппе Верди. Произведения этих композиторов входят в репертуар большинства музыкальных театров, неизменно звучат в концертах. Современником пламенного Верди и страстного Пуччини был композитор иного склада. Это Альфредо Каталани, один из выдающихся итальянских композиторов последней четверти XIX века. Поэт меланхолии, меланхолический соловей, идеальный и благородный музыкант. Существовав лишь краткий миг, он созерцал высоты. С ниспосланным небесами вдохновением, создав оперы Диониче, Эдмелию, Навилею и Фалли, он даровал людям сладостные звуки, давно забытые, однако вновь ожившие в сердце и навсегда оставшиеся в нем.
охарактеризовали этого композитора его друзья и критики. Романтический образ маэстро дополняет его безвременная кончина в 39 лет от чехотки, болезни гения, часто ассоциируемой с творческим вдохновением и изысканной чувствительностью. В Каталании непризнанный гений, так и остающийся в тени своих великих современников. Создав свой последний шедевр, оперу «Валли», маэстро ушел из жизни на взлете, оставив нам загадку несостоявшегося дальнейшего творчества. Последняя опера композитора «Валли» стала своеобразным итогом всей его жизни. Работая над этой оперой, Каталани поставил перед собой цель написать оперу, которая станет его шедевром, благодаря которой его будут помнить, оперу, которая покажет музыкальному миру Италии, как много он потерял с его кончиной. Шедевром вокальной лирики Каталани является его знаменитый романс «Валли», написанный еще в студенческие годы под названием «Гренландская песня», еще при жизни принесший ему всемирную славу. Строки текста романса словно отражают трагическую судьбу Каталани, непринятого современниками и получившего справедливую оценку только после его смерти, ставшей для него синонимом воскресения. Итак, уйду одна я вдаль, где эхо колокольни тает, там, где лишь тучи бродят, я строю безнадежность, сожаление и печаль. Я строю все невзгоды и боль моих утрат. Итак, романс «Валли» из оперы Каталани исполняет Роза Зоринянц.
конце XIX века в итальянской опере возникло новое направление – веризм, от слова «веро» – истинный, правдивый. Творческая кредо веризма – это жизненная правда. Тематику своих опер веристы брали из обыденной жизни. Герои их – не выдающиеся личности, а обыкновенные, заурядные люди с их интимными драмами. Эмоциональностью музыки, остротой драматических ситуаций, а также темпераментными, доступными мелодиями веристы завоевали широкую популярность. Представителями этого направления являются Пьетро Маскани, Руджеро Леонкавалло и Джакомо Пуччини. Пуччини наиболее талантливый и многогранный среди композиторов веристского направления. Это самый значительный после Верди композитор, его прямой наследник и подлинно итальянский художник. Пуччини является последним представителем итальянской оперной классики. Верный традициям реалистического искусства, художник-гуманист, он создал бессмертные произведения, которые навсегда вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Это оперы «Тоска», «Богема», «Манон Леско» и «Чио-Чио-сан» или «Мадам Баттерфляй». Сейчас вы услышите арию из поздней оперы Пуччини, может быть, менее известной, лирической комедии «Ласточка». Сюжет «Ласточки» во многом перекликается с «Травиатой» Верди. Здесь тоже главная героиня Магда – это куртизанка, которая вынуждена была расстаться со своим любимым, потому что его семья была против этой порочной связи. Но в отличие от «Травиаты» Верди, сюжет «Ласточки» лишен трагедийной силы, потому что это лирическая комедия. Итак, ария Магды из оперы Джакомо Пуччини «Ласточка» исполняет Роза Зырянянс.
Сюжет сразу же пришел в голову. Воспроизвести в оперной форме тот страшный случай, свидетелем которого он сам был в 15-летнем возрасте. Камердинер отца влюбился в странствующую артистку, муж которой, застав влюбленных, убил и жену, и соблазнителя. Успех оперы был огромный. Паяцы появились сразу же на всех сценах Европы, знаменуя триумфальное шествие нового направления в искусстве – веризма. После паяцев композитор еще создал 19 опер, но ни одна из них уже не имела успеха, подобного первой. Сейчас прозвучит серенада Арлекина из оперы Янковалова «Паяцы» в исполнении Мурата Дидеева. D'Orlechin, io te vicin. Dite che io mando sospirando spetta il poverin. La tua faccetta mostrami che io vo baciar, se ne so amor mi cruccia, mi sto tormentor, oh, e mi sto tormentor. Oh, Colombina, schiudimi il finestrin, io te vicin, di te chiamando e sospirando. A te vicin, Arlechin. Имя Вольфганга Амадея Моцарта давно уже стало символом гениальности, синонимом самой музыкальной стихии, красоты и гармонии. Это был вундеркинд, в 8-летнем возрасте покоривший Европу, которого называли чудом 18 века. Гений Моцарта поразительно универсален и многогранен. За свою короткую жизнь, 36 лет, он создал огромное количество произведений и создал шедевры абсолютно во всех музыкальных жанрах. Но для самого Моцарта всегда самым важным и любимым была опера. Он рано обнаружил у себя талант оперного драматурга и начал писать оперы уже в 11 лет. Известная его цитата, сказанная в юном возрасте: «Я завидую всем, кто пишет оперы. Я готов плакать, когда вижу или слышу оперную арию. Желание писать оперы – это моя идея, фикс». Моцарт был выдающимся оперным реформатором, автором около 20 опер. Конечно, и самыми популярными, любимыми и репертуарными являются его оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». Они близки жанрам комической оперы. Но у Моцарта есть также и серьезные оперы, может быть, менее репертуарные, но не менее прелестные. Одной из таких опер, написанной в жанре итальянской оперы «Серия», то есть серьезная, является опера «Милосердие» Тита. Это одна из его последних опер, наряду с оперой «Волшебная флейта», была она написана в год смерти Моцарта в 1791 году. Заказ пришел из Праги, столицы Чехии, где особенно ценили Моцарта. Там с огромным успехом шли его оперы «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», которые уже давно были сняты с репертуара в Вене. Опера была заказана
отмечает его жена Констанца, музыку к опере он написал за 18 дней. Примера оперы, да, сухие речитативы, ему помог написать его ученик любимый Дюсмайер, который впоследствии закончил его гениальную реквием. Премьера оперы прошла со средним успехом, но в дальнейшем она заняла достойное место в репертуаре музыкальных театров. Опера «Милосердие Тита» написана на исторический сюжет, в котором Тит Флавий, римский император, известный своими воинскими подвигами, предстает чувствительным любовником. Сейчас прозвучит дуэт Аннио и Сервилий из оперы «Милосердие Тита». Исполняют Анастасия Калашникова и Диана Пистарис.
Мы переходим к русской и отечественной музыке. И начнем, конечно, с основоположника русской классической музыки, первого русского классика Михаила Ивановича Глинки. В истории русской музыки Глинку можно сравнить с Пушкиным в литературе. Он также впервые вывел русскую музыку на мировой уровень и, подобно Пушкину, создал прекрасное и гармоничное искусство, воспевающее красоту и радость жизни, торжество разума, добра и справедливости. Главная заслуга Глинки заключается в создании первых русских опер Ивана Сусанина и Руслана и Людмилы. Эти оперы определили историческую судьбу русской композиторской школы, положив начало двум основным ветвям оперной классики. Опера «Иван Сусанин» – народной музыкальной драме, а «Руслан и Людмила» – сказочно-эпической опере. Сейчас прозвучит романс Антониды из оперы «Иван Сусанин» в исполнении Розы Зырянц. Его безграничное и разнообразное искусство стало близким и любимым для людей разных стран и народов, потому что каждый из
из нас находит в его музыке что-то близкое и понятное только ему. Много лет назад Чайковский сказал такие слова: «Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась, чтобы с каждым днем увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». И мы сегодня можем с уверенностью сказать, что мечта композитора сбылась, потому что его музыка самая популярная в мире. Почти в каждом музыкальном жанре Чайковский сказал свое слово, но главными для него всегда оставались опера и симфония. Чайковский является автором 10 опер. Лучшими из них являются, конечно же, Евгений Онегин, «Пиковая дама» и «Иоланна». Но у него есть такая комико-фантастическая опера «Черевички», написанная на сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Первая редакция оперы называлась «Кузнец Вакула». Ее премьера состоялась в 1876 году. Через 10 лет Чайковский переделал оперу, и вторая редакция получила название «Черевички», что со старославянского означает «женские кожаные башмачки» или «сапожки на каблучках». Сейчас прозвучит песня Вакулы из оперы Чайковского «Черевички». Исполняет Мурат Тигеев. Слышит ли девица сердце твое, лютое горюшка, горе мое, снится ль, голубка, тебе хоть во сне, как я томлюся, как я томлюся, горю, как в огне. Мочи нет более, душа пропадай. Сердце девчина Оксана, прощай, прощай. Старый гусляр песню думку споет, по Украине родной понесет.
Балакиревский кружок. В нем объединились яркие, выдающиеся, талантливые и разносторонние люди. Это Балакирев, Кюи, Бородин, Мусоргский и Римский-Корсаков. Главой этого кружка был Мирий Алексеевич Балакирев, блестящий пианист, педагог и композитор. Но активным членом Балакиревского кружка является также Цезарь Антонович Кюи, выдающийся композитор, виднейший музыкальный критик, активный пропагандист идей и творчества могучей кучки, крупный ученый, по профессии он был военный инженер. Фамилия Кюи имеет французское происхождение, потому что его отец служил в наполеоновской армии, и раненый в 1812 году он не вернулся с остатками разгромленных войск Наполеона в Париж, а остался в России, которая стала для него второй родиной. Творческое наследие Кюи чрезвычайно разнообразно и обширно. Это 14 опер, несколько сот романсов, хоровые, камерные, оркестровые, фортепианные произведения. Он написал и опубликовал свыше 700 статей и рецензий. И, наконец, Кюи – автор ряда научных работ и учебников по фортификации. Это военная наука. К сожалению, музыкальное наследие Кюи мало известно современному слушателю, хотя в свое время его музыка была очень популярна. Его оперы на сцене театров почти не ставятся. Иногда на концертной эстраде звучат его хоровые и камерные вокальные произведения, одно из которых вы сейчас и услышите. Это романс «Коснулась я цветка», исполняет Роза Завинянц. Коснулась я цветка,
их преподавателя Диану Вистаеву, концепция замечательного Вадима Пухачева. Наши ребята планируют продолжить свое образование в ведущих вузах России. Давайте пожелаем им удачи, дальнейших творческих успехов, чтобы все их мечты и желания, планы сбылись.